В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях четверга. С вами Василий Радченко. Смотрите сегодня. В первую очередь, крупнейшего в стране угольнодобывающего комплекса сегодня открыли в Нерюнгринском районе Якутии. Еще один крупный транспортный объект появится на территории региона. В Тампонском районе построят мост на федеральной автодороге Колыма. Со стартом льготной дальневосточной ипотеки застройщики повысили цены на 19%. Сколько сегодня стоит квадратный метр? В первую очередь, шахты Инаглинская и фабрики Инаглинская-2 сегодня торжественно открыли в Нерюнгринском районе. Это масштабные проекты, которые на территории Якутии реализует компания «Колмар». В церемонии открытия принял участие глава региона Айсен Николаев. Объекты позволят увеличить производственную мощность по добыче и переработке угля до 6 миллионов тонн в год, что в 3 раза больше нынешних показателей. К 2023 году со строительством второй очереди объемы добычи и переработки угля планируется увеличить еще в 2 раза, до 12 миллионов тонн. Я очень рад сегодня присутствовать на поистине историческом событии для Нерюнгринского района и для Республики Саха-Якутия, для всей угольной промышленности нашей страны. 35 лет мы помнили, как крупнейший тогда обогатительный комплекс был введен здесь в городе Нерюнгри на Якут-Угле. И вот через 35 лет мы можем гордо сказать, что в Якутии, в Нерюнгринском районе вновь вводится крупнейший в стране комплекс по добыче и переработке угля. Я поздравляю всех вас с этим поистине великим событием. Сегодня мы построили шахту 6-миллионную в первую очередь и прошли буквально за 3 года 25 километров подготовительных выработок, в 3 раза больше, чем обещали. Мы сделали фабрику не 4-миллионную, а в первую очередь 6-миллионной, и буквально через 2 года уже будет 12-миллионная. Как мы даже такие цифры не брали для себя. Но мы потом, когда все это оценили возможности якутской земли, возможности месторождения, ту возможность, которую нам, и ту поддержку, которую нам дает правительство, мы поняли, что мы можем намного повысить планку и сделать намного больше. В связи с объемами производства возникла необходимость обеспечения большой и развитой инфраструктуры. К примеру, идет подготовка к строительству железнодорожной станции, которая обеспечит необходимую мощность отгрузки. Также проведена двухцепная линия электропередач протяженностью 6 километров. На предприятии будут работать более 1600 человек. Шахта Инаглинская. Обогатительная фабрика Инаглинская-2 к запуску первой очереди готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Запускай линию, запускай конвейер поворачивай. Машинист горновымочных машин, орошение на комбайне. Еще одним ключевым моментом визита главы стала закладка камня на месте строительства нового квартала в Нерюнгри. Компания «Колмар» запланировала построить порядка 2000 квартир. Это 26 пятиэтажных и 9-этажных домов. Запуск второй очереди шахты Инаглинская позволит увеличить число рабочих мест до 1900 человек. Глава Якутии проверил работу комплекса очистки шахтных вод в ГОК-Денисовский. Объект был введен в августе этого года. Станция перерабатывает 2000 кубических метров вод в час. Гендиректор «Колмар» Артем Левин отметил, что минимизация воздействия на окружающую среду является одним из важнейших направлений компании. Шахтная вода поступает в отстойники, после чего с помощью насосов забирается на первую стадию очистки в реакторы. Далее вода попадает на гидроциклоны, где твердые большие частицы оседают внизу, а вода направляется в динамические осветители.
Следующей точкой поездки главы стал Нерюнгринский городской водоканал. Напомним, благодаря федеральной программе в прошлом году началась модернизация объектов предприятия, на что было выделено более 400 миллионов рублей. Реконструкция объектов, несмотря на пандемию, идет по плану. Первые два этапа программы будут завершены к концу года. Я удовлетворен качеством проводимых работ на водоканале. Здесь применяются на самом деле технологии абсолютно современные, отвечающие всем современным, даже не только российским, но и мировым требованиям с точки зрения цифровизации, автоматизации процессов, что позволит в будущем, конечно, экономить ресурсы электрические, в целом водоэкономить, так и, конечно же, гораздо повысится, скажем так, уровень воды, который поступает жителям города. При этом мы уже сейчас планируем дальнейшую реконструкцию водоканала, так называемую вторую очередь. Рабочая группа ознакомилась и с работами в детской поликлинике. Там сейчас ведется ремонт. Обновляют как внутреннюю отделку, так и облицовку фасада здания. По программе социального развития центров экономического роста на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллиона рублей. Еще один крупный транспортный объект появится на территории Якутии. В Тампонском районе построят мост на федеральной автодороге Колыма. Накануне на место предполагаемого строительства выезжала рабочая группа. Наш корреспондент Сергей Михедов узнал, с чего начинается возведение мостовых переходов. Движение по трассе Колыма на участке, проходящем через реку Алдан, в летнее время возможно только с помощью парома. Бесконечные часы ожидания, длинные очереди и нехватка мест в скором времени останутся лишь в памяти. В Якутии должен появиться еще один крупный транспортный объект – мост через реку Алдан. На подъезде к переправе выстроилась вереница из грузовиков. Водители смиренно ждут, когда разрешат заехать на паром. Легковушки переправляет паром поменьше, но и он ходит не так часто, всего 4-5 раз в сутки. Путь на ту сторону против течения занимает около часа. Таким образом, переправа через реку может отнять у водителя половину дня. А если немного припоздниться, то придется ночевать в машине. Дороги строятся, там лучше становится, очень тяжело ездить. Долго ли ждать паром? Я вчера вечером приехал, только утром сегодня в 7 часов ушли. Весной и осенью, после закрытия автозимника и до его открытия, транспортного сообщения здесь нет вообще. Период, когда по реке невозможно проехать на машине, в сумме длится около 2 месяцев в год. Для местных жителей это серьезная проблема. Это у нас только одна деревня, только Мигналдан на этом берегу, поэтому нам постоянно приходится на лодках переправляться до районного центра. Приходом моста нам будет легко доехать до Хандыги в любое время суток, и много проблем решило бы. Отрезок трассы длиной в 25 километров проходит по реке Алдан. Это значит, что необходим мостовой переход. Первым этапом подготовки стал выезд совместной группы, состоящей из представителей Упордор-Вилюй и компании-подрядчика, чтобы осмотреть место работ. При разведке территории все чаще используют современные технические средства. Например, квадрокоптер обладает целым рядом преимуществ. Это видеосъемка, мобильность, и, пожалуй, самое главное – это возможность увидеть всю картину целиком. С высоты птичьего полета открывается поистине завораживающая красота якутской природы. Уникальность этого места заключается в том, что на площади в несколько квадратных километров сходятся сразу 3 реки – Алдан, Амга и Тампо. Таким образом, при выборе места, где проложат мост, необходимо учесть множество факторов. Это большие реки, это судоходство. Это множество стариц, множество рукавов, множество проток, сложная ледовая обстановка. Помним еще все паводки наши большие, да, когда вода поднималась очень высоко и затапливала прибрежные деревни. Естественно, проектной документации нужно будет предусмотреть таким образом, чтобы строительство мостового перехода через реку Алдан в этом месте оно не нанесло ущерб и не усугубило ситуацию.
Ранее уже были рассмотрены несколько вариантов для мостового перехода через Алдан, но они не прошли главгосэкспертизу. По новому контракту подрядчик проведет геодезическую съемку, гидрологические замеры и изучит геологию. В результате будет предложено не менее 3 новых вариантов для мостового перехода. Стоимость контракта более 100 миллионов рублей. Финансирует работы Федеральный дорожный фонд, и завершатся они 30 ноября 2022 года. Сергей Михедов, Владимир Павлов совместно с пресс-службой управления дорог Вилюй, Тампонский район. Комиссия сегодня проверила строящиеся объекты в селе Бердигестяк Горного района. В состав вошли представители Госстройнадзора, муниципалитета, заказчика и подрядчика строительства. Поводом для проверки стал вчерашний инцидент. Здание стрелкового тира не выдержало опора опалубки при укладке межэтажного перекрытия, в результате чего произошло обрушение. Все полагающиеся процедуры проверяющей комиссии выполнены. Специалисты говорят, что конструкция здания повреждений не получила, и строительство продолжится уже в ближайшее время. Трудозатраты на восстановление предстоят небольшие. По WhatsApp было распространено фотографии, там как будто обрушение всего второго перекрытия пола второго этажа. Но, как видите, здесь частичное обрушение. Произошло обрушение конструкции опалубки при приеме бетона. Сейчас создана комиссия и выясняются причины обрушения. И сейчас причина пока не можем. Рано говорить, да. Сумма ипотечных кредитов якутян за первое полугодие выросла на 31% по сравнению с прошлогодними показателями. Такие цифры привел Национальный банк по республике. При этом пандемия не повлияла на востребованность дальневосточной ипотеки под 2% годовых. Ульяна Шагина изучила ипотечный рынок региона и выяснила, как изменилось предложение в связи с выросшим спросом. Спрос населения на ипотечное жилищное кредитование только с начала года вырос в несколько раз. Причем не уменьшается и количество тех, кто оформляет дальневосточную ипотеку. В Якутии количество заключенных договоров под 2% уже превысило за 2000. Мария Федорова одна из них. Документы сейчас на стадии оформления. Землю мы купили 2 года назад. И в этом году уже хотим построить дом. И мы очень рады, что появилась такая возможность, ипотека по 2%. Спрос рождает предложение. Застройщики этим незамедлительно воспользовались, повысив стоимость жилья в Якутске в среднем на 19%. Сегодня она составляет около 96 тысяч рублей за квадратный метр. Между тем, решить эту проблему может развитие в столице квартальной застройки с комфортной жилой средой. Заявку в федеральный центр направили по программе «Стимул» на сумму более 3,5 миллиардов рублей для того, чтобы подвести инфраструктуру именно под квартальную застройку. Таким образом, затраты на технические условия застройщика будет меньше, и мы, конечно, ожидаем, что стоимость, его себестоимость, и, соответственно, стоимость жилья будет снижаться. На ценообразование на рынке жилья может повлиять и рост количества земельных участков под строительство в Якутске. Сегодня многие горожане столкнулись с дефицитом предложений на первичном рынке. 2- и 3-комнатные квартиры расходятся как горячие пирожки, и многие просто не успевают следить за редкими предложениями от застройщиков. Неким драйвером в этих непростых отношениях между покупателем и застройщиком, конечно же, становятся риэлторские компании. У риэлтора требуется больше профессионализма, потому что рынок сложнее. И многие люди, в том числе жители Якутии, те, которые не занимаются рынком недвижимости, те, у которых нет экономического образования, те, у которых нет юридического образования, они путаются в том потоке информации, который идет, и им сложно в этом разобраться. Поэтому здесь велика роль профессионала. Риэлторы очень тонко чувствуют на себе все изменения, происходящие на рынке недвижимости. И сегодня они все смогли выдержать напряженной конкуренции. Более сильные из них состоят в Российской гильдии риэлторов. И, как оказалось, из региональных компаний в ней состоит только одна организация. Время кризиса – это время возможностей. Мы сумели внедрить какие-то там новые направления, появились определенные навыки, которые нам помогли удержаться на плаву и уже выйти на более высокий уровень, и таким образом мы начали работать.
Многие из риэлторов перешли на дистанционное проведение сделок, чтобы не потерять свой бизнес. Государство также не осталось в стороне. Снижение ставок на льготную ипотеку, смягчение условий предоставления кредита для дальневосточных гектарщиков и многое другое. Все эти меры призваны поддерживать граждан, тем самым увеличивая количество желающих приобрести жилье. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь об эпидобстановке. Количество новых случаев заболевания коронавирусом продолжает расти в Якутии. За минувшие сутки выявлено 65 заразившихся. В Якутске 32, в Среднеколымском районе 10 случаев, в Мегино-Кангаласском 7, в Мирнинском 5, в Алданском, Амгинском, Татинском, Усть-Алданском по 2 и в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском районах по 1 случаю. Еще один человек за минувшие сутки умер от COVID-19 в регионе. Лаборатории же обработали почти 3500 анализов. В течение недели мы рассказывали о врачах, которые оказывались на передовой во время пандемии коронавируса. Но есть среди них и невидимые бойцы фронта. Те, кто, не зная покоя и сна, с нуля организовывает работу целого центра по борьбе с инфекцией. В начале марта врачи городской больницы номер 2, в народе именующейся Портовской поликлиникой, даже и не подозревали, что спустя несколько дней для них начнется настоящая закалка на прочность. Героиня нашего сюжета, главный врач Саргылана Васильева. Это тот человек, который смог сплотить весь свой коллектив, став вектором во всех организационных и управленческих вопросах. Становилось случаев все больше и больше, предписаний становилось все больше, и нам пришлось наращивать количество бригад. Мы полностью прекратили плановый прием наших пациентов, об этом вы тоже знаете. И все свои силы мы бросили именно на борьбу с коронавирусной инфекцией. Ее телефон разрывается, звонят по любым вопросам. Охрана, секретарь, врачи из красной зоны и даже пациенты. Ответственность колоссальная. Отвечать приходится всем, чтобы не упустить чего-то главного. Июнь, июль вообще телефон разрывался с утра до вечера. И в WhatsApp пишут, и звонят. И звонят незнакомые люди, потому что они боятся. И они просят тоже объяснения, совета. Саргылана Афанасьевна вспоминает первые дни, когда от напряжения перестала спать по ночам. Задание сверху уже было дано. За 2 дня переоборудовать общежитие спортсменов под современный высокотехнологичный стационар по борьбе с ковид. Задача сложная, но, как оказалось, вполне реальная. Медоборудование завести туда, и начиная от того, что медоборудование, персонал подобрать надо, потом, питание пациентов организовать, питьевой режим пациентов организовать, вплоть до того, что решали вопросы, еду привозят в одноразовой посуде, она уже пока доедет до училища, она остывает, значит, надо ее разогреть. COVID-19 – опасное инфекционное заболевание. Сами врачи поняли это тогда, когда в тяжелом состоянии поступали к ним свои же пациенты из поликлиники, заражались и сами коллеги. Но времени на жалость просто не было. Нужно было спасать людей, организовать их правильное лечение или транспортировку в другие больницы. И каждый случай, тяжелый случай, он воспринимался очень тяжело. И когда пошли первые смерти от коронавирусной инфекции, мы каждого же пациента знаем, кто умер в стационаре от ковида, и очень тяжело переживали и врачи, и вообще весь персонал, и я лично, потому что это же все через нас проходит. Потому что люди просто статистику знают, а мы знаем каждого пациента. Усталость врачей уже достигла своего пика. Несколько месяцев напряженных смен уже дают о себе знать. Но сдаваться нельзя, расслабляться пока еще рано. Пандемия уже показала обществу истинную роль медицины. Самим же врачам пока не до сантиментов. Им нужно спасать нашу с вами жизнь. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Город, музыка и ты, Ленинградские мосты. Ежегодный фестиваль культурной столицы стартовал с выступления певицы из Якутии, бэк-вокалистки артиста Басты или Юлины Поповой. Девушка подарила петербуржцам и гостям города авторский проект актуальной музыки. В этот день Банковский мост украсили современные биты, стилизованное национальное пение, яркие тексты и невероятный голос. Концерт стал не просто первым офлайн-выступлением певицы после карантина, но и дал старт концертной деятельности Санкт-Петербурга после режима самоизоляции. Фестиваль проходил 3 дня. Концерты также состоялись на Итальянском и Малоконюшинском мостах, точке притяжения Севкабель-Порт и
музей мостов. В авторскую программу июля вошли более 10 песен. Девушка в своих текстах пишет про терзание, поиск себя и, конечно же, любовь. Прости, первый шаг за тобой, за мной. Одни и те же мосты, одни и те же. У меня очень много этно-зарисовок и вообще, в принципе, ну, это поп-музыка, но с элементами там разных, типа лоу-фай, может быть, драм-н-бейс и все такое. То есть у меня, в принципе, там как бы все смешивается, кроссовер. И я очень рада, что все так сошлось, что именно то, что я переживала, то, что я в себе несла все время, я рассказала это как раз-таки в Петербурге, в таком максимально аутентичном для Петербурга месте. Это было волшебно. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.